Мы рады приветствовать вас на канале Якутия-24. Это проект «Испытано на себе». И сегодня мы с вами поговорим про изготовление мебели, причем не в обычном ее исполнении, а в достаточно интересном, креативном и, я бы даже сказал, еще раз, необычном. Но мы находимся в мастерской Андрея Глазунова, и сейчас я бы хотел вам показать небольшой макет того изделия, которое мы сегодня будем изготавливать. Это будет вот такое вот кресло. У него есть, кстати, у этого стиля есть название. Это все сейчас нам расскажет непосредственно сам хозяин мастерской Андрей. Андрей, приветствую. Здравствуйте, Руслан. Да, Андрей. Здравствуйте, телезрители. Да, давайте мы познакомимся поближе. Расскажите о себе, о вашей работе. Ну, занимаюсь уже, наверное, лет 10 в совокупности. Раньше работал в организации и помимо по вечерам, по выходным занимался столярничеством. В ходе времени, так сказать, решил, что одно другому начинает мешать, и поэтому пришлось полностью переключиться на столярку и уже перейти на выпуск, на работу по, столы, стулья, кровати, то есть и такие всякие различные креативные вещи, которые необычные, я бы сказал. Вот. Вообще, надо сказать, изначально я увидел, как Андрей изготавливает мебель из палетов, и в целом у нас с этого история и началась. Но Андрей сказал, что палеты — это уже достаточно такой уже не особо интересный процесс. Да, удивлять, как говорится, нечем, да. И именно поэтому сегодня мы будем изготавливать вот такую вот мебель. Андрей, поподробнее расскажи, что это за стиль, если так можно сказать. Ну, это параметрическая мебель. Давно хотели попробовать. Это делается из толстой фанеры, то есть своего рода уникальное, то есть необычное кресло, которое, думаю, будет интересно многим. И сегодня, я думаю, мы будем пробовать его создать. Угу. Я правильно понимаю, что для вас это тоже некое такое, как проба пера, да? Для меня, да, тоже, как говорится, люблю пробовать все, что необычное, вот решили, добрались именно сегодня до этого кресла. Так что будем впервые для вас это собирать. Друзья, ну что, проект «Испытано на себе». В этот раз не только я испытываю на себе изготовление мебели, но также Андрей испытывает себя, моменты, которые позволят ему создавать вот такую вот мебель. Ну, с чего начнем? Начнем с того, что нам надо будет на ЧПУ, вырезать детали, потому что ручным лобзиком, как вы понимаете, такое не делается, поэтому это создается, программа. Ага. Это станок ЧПУ, который, соответственно, по запрограммированной схеме вырезает необходимые детали. Совершенно верно, да. То есть высокоточное оборудование, оно создает, то есть вещи в идеальных пропорциях. Получается, с одного листа фанеры там несколько деталей можно, да? Да. Друзья, а те, кто смотрит нашу телепередачу, уже знакомы со станками ЧПУ. В одном из выпусков мы вас знакомили с лазерными ЧПУ, с такими же, тоже с подобным ЧПУ, которые режут по дереву. В целом работа стандартная, то есть ЧПУ по программе двигает фрезой. Все это очень высокоточно, и, соответственно, с помощью ЧПУ можно достичь хороших результатов. Сейчас мне подсказывают, что фреза вышла на начальную точку, и именно отсюда начнется изготовление деталей. Да, для вас мы подготовили сразу мы центр деталей, чтобы не терять время на эти, будем говорить, ненужные мелочи. И вот сейчас оно будет резать по заданному маршруту. То есть предварительно необходимо выставить середину именно самой плиты? Именно важно, да, заготовку подготовить с небольшим запасом, чтобы работал будет исключительно от середины. Само собой, перемычки, чтобы деталь при завершении резки ее оттуда не выбила, не вырвала и не поломалась в фрезу. Перемычками она фиксируется с основной этой деталью. Ага. То есть вот это кусок фанеры, он жестко закреплен? Да, он прикручен к жертвенному столу, а на него уже крепится фанера.
Очень интересное название. Жертвенный стол. То есть это Так и называется, та да. плита, которая немного принимает она на себя, как жертва, да, совершенно верно. И потом она снимается, и потом уже допиливается эти перемычки, и уже дальше обрабатывается. Ну, уже в процессе программы показано. Испытано на себе. Друзья, пока работает фрезерный, да, правильно, станок? Фрезерный ЧПУ, да. Фрезерный ЧПУ станок. Мы с Андреем сейчас приступим к еще одному этапу изготовления данной параметрической мебели. Что это будет? Ну, каждую деталь, соответственно, какая бы она ни была, там и дерево, фанера, ее надо шлифовать. Поэтому будем шлифовать. То есть еще заранее, да, для экономии времени съемки нашей передачи Андрей уже подготовил определенный объем деталей, которые сейчас мы, соответственно, над которым будем работать, то есть делать шлифовку. Совершенно верно, да. Процедура не быстрая, поэтому немного мы, конечно, подготовились. Так, значит, это выглядит таким образом. то есть по одному проходу, как бы, да? Да, чтобы и волну не оставлять, то есть надо приложить некоторые усилия. Наша передача идет уже более 1,5 лет, и с подобным шлифовальный станок, машинка. Я был знаком уже при покраске автомобиля, то есть мы снимали слой старой краски именно вот этим прибором. Так, ну что, здесь, по-моему, вот так нажимаем. Вот тут нажимаем. Достаточно, да? Главное, заусенцы убрать по бокам, как бы, и все, как бы. Нормально, да? И еще одна. Почитаю, да? Так, здесь... Да, пока можно будет туда убрать. Ну, для наглядности вот так выглядит перемычка. Обратите внимание, когда режется деталь на ЧПУ станке, здесь остается вот такая вот перемычка, которую нужно сейчас, соответственно, удалить. Совершенно верно. Ну, для этого нам нужно перейти на еще один инструмент, на фрезерный. Это просто фрезерный стол, встроенный снизу, чтобы для удобства работы. То есть он тяжелый, 2,2 киловатта, руками это будет делать невозможно. То есть по подшипнику. То есть подшипник выводим повыше, об саму деталь, и все, он будет как таким неким стопором, да? Да, он ограничитель, то есть режет по прямой и убирает все лишнее. Хорошо. То есть, секунду, самое главное в этом деле пальцы, чтобы быть гораздо дальше от инструмента, потому это техника что безопасности. последствия очень серьезные, и тут надо быть очень внимательным. Так, давайте я...
Да, прям облокачивать я не сильно, ну, в среднем режиме, да, вот так. А подшипник я включаю. Так, на подшипник упираю немного, да? Да, вот так упираю. Еще разок. Ну, таким макаром убирается, да. Отлично. Да, это уже потом. Хорошо. В следующей операции нужно края скруглить, потому что фанера, дерево, неважно, оно оставляет острые углы. То есть заноза это как минимум и как максимум порез будет неизбежен, поэтому надо все убрать. Ну, за исключением фазовых отверстий, где этого делать не стоит, потому что рассчитано все на соединение. Хорошо. И на каком станке мы это делаем? Ну, вот на том же станке, где мы снимали вот эти вот, будем говорить, шишки-перемычки. Друзья, во время работы, столярных работ, да, всегда нужно не забывать о технике безопасности. Сейчас мы с Андреем надеваем наушники для защиты слуха и, соответственно, надеваем очки для защиты глаз. То есть, ну, так, теперь я тебя не слышу. Ага, что делаем? Ну, покажу, да, наверное? Да-да-да. И таким макаром надо сгладить. Будете пробовать? А? Будете пробовать? Да? А сколько проходов надо делать? Один проход. Один проход. Стороны. Ага. Вот это будет очень опасно. Заготовку может выбить под пальцы. Ага. То есть вот так она будет выглядеть. Все, понял. Круглым образом. То есть и снутри, ну, с внутренней стороны то же самое надо будет сделать. Изнутри тоже. Да, более изящный вид как бы приобрело. То есть пальцы подальше, то есть практически давим на заготовку и под подшипник. То есть вот отсюда. Нет. Вот так, здесь, чтобы не дать руке уйти туда. Можно там, где уже сделали, можно маленько отступить. Ой. Не то. Вот это неровность все, да? Это подпихивается, лучше не трогать. Так. Долго не задерживайте, потому что прожечь может. Ну, прожог останется. Нагревается. Стоп. Ага. Нормально? Нормально. Ну, и такие мелочи все равно будут зарабатываться шлифовальной шкуркой. Ага. То
есть, если в какой-то момент фреза слишком долго находится на детали, то можно как бы поджечь немного, да? Будет прожог, его сложно потом. Ну, конечно, вышлифовать можно, но вам как первый раз это простительно, конечно, потому что главная безопасность как бы. Так, ну что, друзья, сейчас я под присмотром Андрея сделал на фрезерном столе. Мы вот сточили вот эти углы. Немного у меня, конечно, как у новичка, я задерживался вот в этих моментах. Как видите, здесь немножко есть поджоги, да, то есть фанера приняла такой темный цвет. Ну и в целом, чтобы не особо влиять на изящество, да, конечной детали, конечной модели нашей, потому что, по словам Андрея, ну в целом такие вот маркировки черные, да, они достаточно сложно выводятся. Поэтому остальные детали сейчас Андрей, как профессионал, закончит, и я думаю, что достаточно быстро. Ну а для меня есть небольшое задание. Да, задание, я думаю, будет немного попроще, но не менее ответственное. Ну, другими словами, ту деталь, которую только что мы обогнали, ее надо будет, естественно, отшлифовать. То есть, ну, простыми наждачной бумагой. Да, наждачной бумагой. То есть все неровности, которые волны и так далее, там ступеньки, их надо будет просто отшлифовать. Хорошо. Это гораздо безопасней. Друзья, вы видите, как сейчас Андрей снял уже вырезанные детали. И сейчас вот эти перемычки, да, именно нужно будет. Да, они держат, чтобы они, ну, как говорили ранее, чтобы не вылетело ничего. Похоже на оленьи рога, да, немного? Ну, сам по себе процесс столярных работ, особенно вот такого плана, достаточно сложные изделия, где много комплектующих, они, конечно, занимают очень много времени. И, например, в том времени, которое нам отведено на съемку, мы бы не успели бы показать вам абсолютно все. Сейчас вот для наглядности вот эти детали были вырезаны на ЧПУ станке, а сами по себе детали были еще подготовлены. Это самое
самая несущая часть, это то, на что будет крепиться вся конструкция. Она, вот как вы видите, уже заготовлена вот здесь. Таким образом, получается, что если тут у нас детали из фанеры тонкие, ну, сама фанера, конечно, толстая, но для того, чтобы выдерживать нагрузку на мебель, она должна быть крепче, да. И вот эти детали по двое склеиваются вместе. Здесь Андрей заранее все подготовил. Вот эти части, в принципе, таким же образом были вырезаны на ЧПУ станке, затем обработаны и уже склеены. И клей уже высох, да? Уже, в принципе, скоро можно будет снимать, уже будет готово. И нам нужно будет разместить вот эти детали основного кресла, да, сиденья на несущую часть конструкции. Сколько времени нужно для того, чтобы клей подсох, то есть чтобы уже можно было использовать деталь? Ну, как сказать, до полного схватывания, ну, надо, ну, я так делаю, до полного схватывания где-то часа 3. Ну и потом без напряжения, чтобы он должен постоять до следующего дня, как бы, и потом уже, ну, лишний клей, это, конечно, надо будет потом вышлифовать и обработать. Ну, грубо говоря, да. где-то сутки, да? Да, сутки, не меньше. Несущими конструкциями то же самое делается, то есть обрабатываются углы на фрезерном столе, ну а затем уже вручную все неровности убираются наждачной бумагой. Все по аналогии с теми частями, которые как бы образовывают сиденье нашего кресла. Но здесь еще добавляется, помимо обработки углов и неровностей, да, здесь, как видите, местами выступает клей. Эти части тоже также обрабатываются шкуркой. Да, это тоже подшлифую пока. Андрей, в целом, вот ты сейчас занимаешься чисто столярной работой, да, ну, вот такими работами, а до того, как ты этим начал заниматься, ты где работал? Какая, ну, деятельность у тебя была? Ну, будем говорить, моя трудовая очень обширная, где я только не работал, как говорится. Но я в основном, если сравнивать, я везде, в большинстве организаций за складом работал. То есть и на частных компаниях, и в Якутскэнерго, то есть, ну, то есть, получается, столярной работы это как было хобби, да, у тебя? И да, потом переросло уже в постоянную деятельность. Да, совершенно верно. То есть, так, честно говоря, в целом обучение, ну, столяр, это же есть такая профессия, да? То есть ты обучался специально или как бы все так пришло? Нет, методом, как говорится, проб и ошибок, да? самостоятельно, да. Но тут главное желание, мне кажется, остальное уже приходит с опытом. Поэтому, да, и работа должна быть разнообразная, и, ну, как по мне. Ну, вообще надо отметить, что в одном из выпусков передачи «Испытан на себе», а также вместе с моим коллегой Дмитрием Аргуновым мы делали такую достаточно красивую небольшое изделие, да, подложку под медаль. И даже учитывая тот факт, что, ну, вот эта подложка, она была достаточно маленькая, но столько труда было, да, как бы в него вложено. Поэтому всегда, еще тогда у нас идея, ну как не идея, а мысль, к такой мысли пришли, что вообще ручной труд, да, он должен в любом случае оцениваться выше, чем те же фабричные изделия. То есть это, во-первых, эксклюзивность, да, то есть можно это, ну, как бы внести какие-то доли уникальность, эксклюзивность и огромный процесс работы, да, то есть мы сейчас на съемке у нас отведено около 3 часов, но это такая уже, можно сказать, финишная работа, да. Ну да. До этого Андрей, вот, ну, как вы видели, вот эти части подготовил. И еще, скорее всего, мы даже не успеем заснять финишную обработку. То есть в конце нашего выпуска мы покажем вам обязательно конечный результат. Вот это параметрическое кресло, параметрическую мебель. Но до него, наверное, еще будет очень много времени потрачено до подведения
до идеала, да, то есть это все будет обрабатываться, и, соответственно, в конце еще будет обрабатываться не краской, а морилкой, да, или маслом. Маслом по дереву. Вот. В общем, я думаю, что результат будет очень хороший. Ну, а сейчас мы в рамках нашей передачи соберем такую сборную, как бы, финишную модель. Да. Хотел бы добавить еще по поводу того, что люди должны там отмечать, ну, как сказать, отмечать ручную работу выше. Ну, с одной стороны, это верно, а с другой стороны, народ делится у нас на два лагеря. На потребителей и на ценителей. То есть, кто ценит работу, то есть он видит это и он оценивает это по-своему. А ну, часть людей, тут что ни говори, как бы видят в твоей ручной работе некое такое подобие чего-то, ну, бесценного, там, за которое хотят платить копейки. То есть, ну, с такими людьми мы, конечно, стараемся не работать, как бы обходить, потому что овчинка, сами понимаете, не стоит выделки. Хотят заплатить минимум, а получить максимум. А так, тут не работает, тут максимальное усилие прикладываешь, и время тратишь, и, как говорится, подходишь с душой. Но это, ну, слава богу, это небольшой процент нашего города, поэтому... То есть это тоже на своем опыте? Это, да, совершенно верно. Я же тоже работаю и по заказам, и так далее. В целом, скорее всего, как бывает? Человек видит, например, ну, стул, да, но он думает, ну, а что стул, да? Вот стульев много. Взял молоток, гвозди, да, и сделал. А на самом деле там столько нюансов, что... Ой-ой-ой. Так, не работает. Поэтому всегда, где я в соцсетях, там, допустим, выкладываю, всегда стараюсь видео показать, что это как бы не просто так. Процесс. Да, не просто так, как на некоторых, будем говорить, сайтах, если так можно сказать, где там раз-два, там видео урезал, все, тяп-ляп там смонтировал, и все кажется, что так просто. Но сказок не бывает, как говорится. Это чудес точнее. Сейчас настал тот самый момент, когда мы должны с Андреем сделать черновую сборку данного кресла. Я напоминаю, что на самом деле такое кресло вот сделано только вот в этом виде. И для самого Андрея это тоже качество такого эксперимента, испытания и пробы, да. Поэтому сейчас Андрей на самом деле достаточно сильно волнуется. Я тоже волнуюсь, получится ли у нас собрать. Но я думаю, что у нас все должно получиться. Макет у нас есть. Давай попробуем собрать это кресло. Да. Параметрическая мебель, еще раз скажем. Ноги передние короткие. Передние короткие. Так, потом? Или нет, передние длинные. Да, передние длинные. Ну, у меня будут передние. Ага, передние длиннее. Так, вот этот. Ну, давай сразу, чтобы в ту сторону, наверное. Так, сделаем. Давай я буду держать, потом вот эта, да, часть? Да. Сейчас подам. Будем говорить скелет. Так, значит, держим. А в целом, получается, вы сделали вот этот макет, да, тоже на инструкцию, вот верхнюю, желтую, да, да. На лазерном станке, да, вырезали? Уменьшили макет. А вот этот макет у нас просто увеличен, то есть он... Настоящий это в 10 раз уменьшил. Это 1 к 10 получается. Да, У меня такое ощущение, что можно даже не склеивать, да? Ну, скорее всего, да, потому что у него тут скрепление так подогнано, что... Ну вот, получается, технологии фрезерного станка, да, ЧПУ станка позволяют все сделать прямо как бы с точностью до, грубо говоря, миллиметра. Так, угол правильный, да? Сама найдет, да, себя? Просто закончился ресурс гайки. Так, это еще не все. Можешь не до конца делать? Я не уверен, что в конце детали все сядут. Нет, в целом-то она у нас... Тут как бы от соединения должны будут стать так, что... Так, теперь вставляем... Так, следующее, что делаем? Вот эти, да? Поперечные? Да. Но они у нас все разные. Они разные? Да. Ого, все. А в каком они... Так, 3.
методом тыка будет. Вот эти данные направляющие, да, то есть которые создают, соответственно, непосредственно саму седловину, они разного размера. То И... есть получается одна, нет, одна разная, все вроде более-менее. А, есть одинаковые, есть разные, да? Угу. Теперь нам нужно ставить вот эти дела. А как мы определяем, что они... Ну, вот это будет самая верхняя. Одна самая верхняя? Да. Ага. Так, а где у нас подлокотники? Вот подлокотники. Подлокотники у нас стоят вот так. Ага. Фанера, материал Так, податливый. подожди. Давай вот эту может вытащить? Или мы ее потом не оденем? В конце, наверное, подлокотник, да, делается? По теории. Так. Так. Так, чтобы приложить, да? Да, так прикинем просто. Так, по-моему, вот это короткая идет. Это не та, да? Так, вот это. Это я сверху взял. Это, по-моему. Сначала, наверное, тут. Так. Ну, так примерно, да? Прикинем. Очень волнительный процесс. Это как лего для взрослых, да? Да. Так, вот это нет. Неважно, эти уже одинаковые идут. Сейчас туда. Так, подожди. Ага, есть. Чуть-чуть. Так вот. Ага. Что-то мне подсказывает, что данное кресло может выдержать, думаю, вес, наверное, килограмм на 200-250, да? Да. Если не больше. Так. Так, это тоже какая-то Тоже короткая? получается. Так, вот это поменяем. Вот длинная. Так, это у нас... А коротких должно быть две, да? Ну, если следовать логике. Слушай, ну это тоже длинная. Так. Короткая как будто одна. Скорее всего, одна из коротких где-то здесь. Может быть такое, да? Надо будет эту посередине. Так, здесь нормально. Так, потом... Вот это длинная. Она встанет, да. Слушай, Ну, а если здесь смотри, еще будет раздвигаться. Ну. Будет вот корректироваться. этой ставим. Передвигаем сюда. А в целом 3D же это макет, да, получается? Нет, 2D. 2D получается. Сама схема, она как бы сделана, вы начертили, да, или в смысле, откуда или этот? это, да, готовый Макет, приобретается. приобретается? Да, конечно. Ага. Так, здесь посложнее, да? Или откуда-то начать с какой-то стороны? Сейчас мы, как говорится, по-русски да молоточком. Так, это вот сюда.
какой начнем? Или все постепенно, да? Так. Так, в целом. Так, и получается финальная, да, часть. У нас подлокотники. Так, здесь она очень плотно встает. Надо струбцинами посадить. Друзья, как видите, наша параметрическая мебель, кресло принимает уже финальную часть, финальный вид. Но я напомню, что далее это тоже не окончание работы, это такое подгонная примерка, чтобы понять вообще, как собирается данное кресло. И впереди еще достаточно так много работы. Подгоняются сейчас подлокотники. Так. Так. Друзья, ну что, мы начали наш выпуск с вот такого макета, который в масштабе 1 к 10, и завершили готовым изделием, которое, ну, оно готово сейчас где-то процентов на 80, которое находится сейчас на заднем плане. И надо сказать, что для себя я сегодня открыл новое слово, это параметрическая мебель, благодаря Андрею. Андрею хотелось бы выразить огромную благодарность за то, что он согласился принять участие в съемках и рассказал нам вот про такое интересное чудо. Ну, в целом, Андрей, вот твое мнение, для тебя это тоже в качестве такого эксперимента, да, пробы пера. Есть какие-то выводы, которые можно вот ты сделал для себя? Да, однозначно, я думаю, модель можно продвигать, как бы, я думаю, очень симпатично выглядит, очень прочная, согласитесь. Да. Поэтому, мне кажется, простым языком говоря, зайдет. Зайдет. То есть проба пера была удачная, как я думаю, в целом и вам выпуск наш понравился. Поэтому, если что, дорогие друзья, теперь вы знаете, что такое параметрическая мебель. Ну, а это был проект «Испытано на себе». И, кстати, так как наши рамки наших съемок, да, не позволяют довести, ну, как бы показать весь процесс до конца, но, тем не менее, чудеса монтажа, чудеса телепередач позволят вам уже буквально через 5 секунд увидеть фотографии готовой модели. Ну, а я напомню, это был Андрей Глазунов, параметрическая мебель, ну и Руслан Ачиров на канале Якутия-24 в проекте «Испытано на себе». Ну и уже ставшей, наверное, традицией в некоторых наших выпусках, так говорится, по скриптум. Друзья, ну, процесс испытаний в рамках нашей передачи говорит о том, что нужно, конечно, кресло испытать, даже учитывая то, что оно вообще не склеено, просто подогнаны, собраны все детали, которые были вырезаны на ЧПУ станке. И сейчас я присяду на это кресло. Оно даже не двигается. Ну что, как видите, во мне веса практически около 100 килограмм. И это еще не все. Здесь будет еще подушка специальная. Ну, конечно, да? По желанию, то есть можно и подушку сделать, то есть и сам по себе каркас вот такого плана. Можно разместиться поудобнее, поставить где-нибудь на веранде, на даче. Ну и в целом даже, я думаю, где-то и в квартире тоже впишется в интерьер. Покраска в любой цвет, поэтому... То есть можно подогнать под любой интерьер. В общем, друзья, ну что, это был проект «Испытано на себе» на канале Якутия-24. Еще раз благодарим Андрея Глазунова. И мы с вами познакомились с параметрическим креслом.
Испытано на себе.